Всем привет. Спасибо, что подключились. Мы ведем прямой репортаж, прямую трансляцию с IT-парка Якутск, где в рамках 9-й республиканской конференции и выставки Саха Innovation проходит обширная деловая программа, развлекательная и в том числе мастер-классы, лекции и выступления. Вчера прошли 2 мастер-класса, сегодня 3-й на очереди, и мне кажется, самый интересный тоже будет по тематике, потому что к нам сегодня присоединился Попов Евгений, который является, конечно же, флагманом биотехнологий Республики Саха-Якутия, да, который сейчас на волне, и он является сотрудником технопарка Якутия, а именно биолаборатории, а также является резидентом в качестве проекта Xenos. Ну, об этом чуть попозже. Здравствуйте, Евгений. Привет, всем добрый день. Да, мы решили вот в таком ключе немножко интервью сделать, потому что все равно интересно. Мы очень часто в новостях читаем технологии, биомедицина, биология, наука, лаборатория. И реально интересно, потому что, как вы знаете, в России у нас год науки и технологий. И я думаю, что самый настоящий ученый, который вот даже в халате, он реально ходит на работе в халате, не то что мы, да, в футболках Калифорния. И они как раз таки занимаются продвижением. И мне кажется, интересно будет, что модно, что какие тенденции и вообще, что сейчас происходит в мире науки. Но перед этим я все равно хотел бы узнать немножко твой путь. Каким же был твой путь, да, в науку? Поэтому, Евгений, пожалуйста, немножко о себе расскажите, немножко биографии и как пришли в науку. Спасибо большое. Ну, в науку меня очень сильно вкладывали родители, бабушка, дедушка. Детство мы проводили в деревне, там была куча насекомых, которых я изучал, копался. Это было очень хорошее время. Поступил я в биолого-химический класс после окончания школы на биологический факультет. И все вот так поступенчато. Сейчас я учусь в аспирантуре ЯНИСХ по теме клещи. Они крутые. Да. По них тоже, о них немножко расскажете, потому что, мне кажется, сезон уже наступил. Да? Сезон наступил. Сейчас, возможно, будет с небольшой спад, но у нас проблема с клещами достаточно большая. И их с каждым годом будет больше и больше и больше, потому что идет глобальное потепление климата, и их ареал начинает расширяться, завоевывают север, и они доходят уже даже до северных границ. Ничего себе. Даже холод их не останавливает? Даже холод перестал их останавливать, потому что виды такие. Ничего себе. А вот не зря тебя называют в кавычках мистер Богомол, да? То есть, получается, в детстве ты уже не боялся жуков, собирал их? Я боюсь один вид насекомых, который у нас летает, это усач или волосолистка. К сожалению, вот этот страх я не смог перебороть за все это время. Все остальные насекомых я не боюсь, а ценю и уважаю. Уважаемые зрители, ваш покорный слуга тоже до смерти боится волосогрызок, поэтому иногда даже, когда с женой иду с друзьями, иногда могу скрикнуть, как девочка. Но я думаю, что не зазорно, потому что эти противные твари, конечно, резко залетают. Они, обладают мощными мандибулами, которые могут, в принципе, до крови укусить человека. Манди что? Зубами. Зубами, да. Ну, я немножко представляю такой образ обычного гражданина, зрителя, там, не знаю, возраст не важен, который вашими терминами не обладает. Поэтому, понятно. Да, хорошо, конечно. Мне можно объяснять как маленькому ребенку, в принципе, тогда наука, типа, чтобы доступная Окей, была. Да. Вот, и немножко тогда давайте про биотехнологии и про сообщество, потому что мне интересно, вчера у нас был мастер-класс по анимации, и там и все менеджеры РУМа рассказывал, что да, анимация, аниматоры, художники, сообщество такое создается, креативная экономика. Что же с наукой? Биотехнология – это не только наука, биотехнология – это что-то, это та наука, которая идет на пользу человеку. То есть суть биотехнологии – это даже не фундаментальное открытие, а сделать так, чтобы эта вещь помогала человеку. И у нас есть хорошее сообщество, у нас очень много групп в WhatsApp, где молодые люди, молодые ученые делятся открытиями, как-то стремятся развить вот эту вот отрасль у нас в Якутии. Потому что у нас IT, да, всегда так флагман у нас. Но биотехнология, она стоит позади, и скоро, мне кажется, в скором времени будет обгонять. Ух ты! Потому что эра IT должна закончиться, и должна прийти уже новая эра биотехнологий, биокластера. Сильное заявление. Ну, а мы идем далее. Да. В любом случае, тогда у вас есть ли вот в этом сообществе, в научном, проблема отцов и детей? Я просто знаю, что есть советская научная школа, которая, да, вот ученые. Как они относятся к молодым дерзким? Мне кажется, такого нет. Это стереотип больше. Конечно, встречаются некоторые люди, которые достаточно консервативны, которые не принимают новое, но
биотехнологии здесь у нас нет такой картины. Не Уважаемые, ярко выражено. прошу прощения, да. Уважаемые зрители, кстати, о новом, о чем сейчас сказал Евгений. У нас сегодня мы заготовили маленький сюрприз. Чуть попозже нашего стрима мы вам специально в прямом эфире покажем, поэтому оставайтесь с нами. Ну, а мы продолжаем. И что ж, вот насколько была загруженная учеба, и вот если, например, очень много сейчас, сами понимаете, молодых людей, девушек, которые тоже выбирают свой путь, профориентация, если у нас IT, это понятно, информатика и так далее, насколько сложно будет и что выбирать вот начинающим или ребятам, которые хотят У нас заниматься? очень много биологических факультетов, да, и да, у нас есть, например, где я учился, это большой развивающийся факультет. Ну, не только можно в Иркутск, можно и в другие города получать образование. Биология, она бессложная, она интересная. Именно интерес, он покрывает всю сложность, как бы компенсирует. Интересно, да. Ну и надо разбираться во всех видах, наверное, да? Это зависит уже от специализации. Например, ботаник должен знать латынь, да, каждого цветка, как это все происходит. Я немножко далек от ботаники, я вот изучаю насекомых, членистоногих, я должен знать, разбираться в этих. Кто-то разбирается в генной, да, инженерии, кто-то в тканевой инженерии. Чаще всего еще биотехнология, она с медициной начинает коллаборировать, и получаются новые проекты. То есть биология, она не однородна, она очень большая и многогранная. Хорошо, спасибо за ответ. Ну и про насекомых, если говорить, да, раз получается, Евгений, у вас есть ли какая-нибудь личная коллекция, что-нибудь такое? Да, у меня дома была личная коллекция насекомых, но сейчас мы их перевезли в нашу, получается, мастерскую Ксеноса. Там представлены достаточно хорошие, там многоножки есть, там несколько видов разнообразных красивых тараканов и другие виды, пауки. Еще такой вопрос, я думаю, что многих это интересовало, давно хотели спросить. В фильмах мы смотрим, особенно в азиатских, и, что интересно, в Соединенных Штатах Америки тараканы огромные. Дома вот такие тараканы, американский таракан, да. У него крутое латинское название «Перипланета американо». Звучит, да? Как кофе звучит. Самое интересное, то, что он, кстати, родом из Китая. Made in China. Китайский таракан, который колонизировал половину света. Всего 2 таракана есть таких. Это вот американский таракан, который действительно огромный, захватил полпланеты, и вот наш рыжий прусак. Причем прусак у нас таракан номер 1, который неубиваем, его популяция. Он даже даст фору американскому. Он маленький. Он маленький, но он круче, он более продвинутый. Если американский таракан, да, большой, там, но он бросает вот эти вот яйца свои, отеки называются, слово похоже на ипотеку, отеки бросает куда попало. Наш, он умнее, он не будет бросать, он куда-то там спрячет, чтобы не высохло яйцо, чтобы хищники не съели, чтобы человек не раздавил. Умный гад. Американский таракан более наглый, он там может выползти, ты убил его. Наш таракан более аккуратный, он не выползет, он пытается убежать, выползет он ночью, вот. Такое интересное. А смогут ли вот эти большие американские, которые made in China тараканы, прижиться, например, в России, могут, в частности в Якутии? Теоретически они действительно могут, но они будут локализированы по какому-то определенному помещению, которое соответствует их требованиям. То есть, например, какой-то, не знаю, рыбзавод или что-то вот еще, где тепло, влажно, много корма. В таких условиях они у нас, по-моему, они в России, во Владивостоке. В Владивостоке очень много видов тараканов, потому что порт, происходит обмен видами. Хотел только сказать, типа, езжайте во Владик, но потом подумал, ладно. То есть теоретически климат, наверное, меняется, условия меняются, что насекомые начинают глобально мигрировать из своих мест обитания. Такое есть. К нам пойдут новые паразиты, ну и новые растения к нам идут. Это и хорошо, и плохо. Ну, надо понять, что это тот процесс, который не остановить. Вот, нужно просто подготовиться к нему. Да. То есть, если клещи, надо какие-то механизмы борьбы с клещами. Если тут другие паразиты, надо механизмы борьбы с ними. То есть постоянно все меняется, борьба с ними меняется, или может быть... Новые методы открываются. Есть, наверное, полезные насекомые, да? Есть полезные насекомые, конечно. Про них расскажите, пожалуйста. У дачников очень много проблем с этим, с вредителями. То есть это жуки-листоеды, светлячками называют, кажется. Клопы, которые картошку едят, ну и куча таких нехороших. А у нас есть хищные жуки, которые их едят. То есть они являются регуляторами численности. Без стрекоз, без пауков у нас комаров было бы больше, процентов на 10-15. Куда уж больше, да, казалось бы. Насекомые могут приносить пользу. Шелк – это насекомые. Мед, прополис – это насекомые. Некоторые красители.
тоже от насекомых. Вот. И немножко к массовой поп-культуре, да, из какой, наверное, я вот попробую угадать, самый любимый фильм Евгения из киновселенной Марвел, наверное, «Человек-муравей». Нет. Нет? Ну, не угадал. А какой? Мне понравилась «Стражи Галактики». Ну Там было круче. Там было И там была круче. девушка, потому... Кстати, да. Все сходится, да. Мантис, привет. Что ж, как вы знаете, наверное, уже пора немножко сюрпризика, да, показать, потому что компания Xenos является таким передовым, и у них супер передовое открытие, изобретение. Сейчас большой привет Грете Тунберг. Называется это супер жуки, нет, не жуки, черви. Ну, в общем, Нет, жуки, да, это такие штучки, которые, вы не поверите, едят пластик. Поэтому, как вы знаете, сейчас есть глобальные проблемы. Ну, не будем обсуждать, правильные они или нет, есть там глобальное потепление или нет. Тем не менее, большое количество пластика – это не секрет в морях, в водоемах, на площадках, да везде. И таким образом вот этот проект, я думаю, что уже начал хорошую тенденцию в борьбе с пластиком. Мы же все-таки знаем, что сейчас в тренде эко, и вот про этот проект тоже немножко расскажите. Да, многие писали, что мы открыли, мы не открывали, мы не изобретали, мы просто нашли научные статьи, где до нас уже ученые все это открыли, доказали и решили применить на практике. То есть есть жуки, у которых есть бактерии внутри сидят. Эти бактерии могут с помощью своих ферментов расщеплять пластик на более простые соединения, и эти простые соединения используются насекомыми как для пищевых целей или удаляются из организма. Конечно, на пластике жить они не могут, мы не изверги, у насекомых тоже есть свои чувства, мы их кормим пластиком и обычным кормом, который подходит. У нас есть жук-амбассадор, это Зофобус морио. Вот, и сейчас Николай вам продемонстрирует. Да, впервые в истории телевидения, вообще стримов и онлайн-мероприятий, уважаемые зрители, мы проведем онлайн, можно сказать, трансляцию именно процесса поедания жуками пластика. Я думаю, что это будет довольно интересно. Позвольте включить еще одно видео. Итак, вот, собственно. Вот, это вот личинки это Зофобус морио, это его личинки, сам жук крупного черного цвета. Это вот новый пластик, тут они хлебушек едят. У нас примерно 50 особей. Достаточно интересный жук. Он расщепляет. Пластик превращается в такую структуру, которая позже впоследствии уничтожается насекомыми. Так, ну что ж, я думаю, а сколько времени сейчас понадобится, чтобы он сел вот этот брусочек? Так, ты онлайн, да, будешь снимать? Я снимаю. Я думаю, через недельку его не будет. Неделя? Ну, я думаю, что да. Вы с нами будете, зрители? Давайте неделю. У меня телефон долго заряд держит. Давайте посмотрим, да? Ждем. Нет, это довольно долгий процесс, но тем не менее... но тем не менее эффективный. Потому что здесь всего 30 жуков. Если их будет 200, то, конечно, скорость увеличится в разы. Вот. А вы можете потрясти, чтобы они все повылезали? Сейчас посмотрим. Уважаемые зрители, смотрите, вот эти наши спасители человечества от пластика. На самом деле, каждый человек, который пробовал сухарики типа три корочки, сталкивался с этим насекомым. Если вы почитаете внимательно состав большинства этих вот, как их называют, сухариков, там будут остатки членистоногих. Ничего себе. И это используется жук в молекулярной кухне. Мастер-шеф Якутия, давайте сделаем, наверное, специальный выпуск, да, приготовим блюда из вот таких вот... Я могу рассказать один рецепт. Даже так? Да, то есть берутся эти жуки, они у нас стерильные, то есть это чистая колония. Их опускаются в муку, и когда они начинают муку, конечно, есть, мука очищает их желудочно-кишечный тракт, и получается мука находится внутри, а потом просто жарится на сковородке, как бы сосиска в тесте, только мясо снаружи, а тесто внутри. Так, я не пробовал, это просто один из рецептов в книге «Безумные рецепты мира», но он есть и используется именно вот этот жук. Нашим якутским домохозяйкам на заметку, да, рецепт будет в ссылке в описании. Ну, может быть, внимание, смертельный трюк.
Тан-тан-та-да-та-та. Говорят же, чтобы побороть страх, надо с ним столкнуться. Дождевых червей я не боюсь, но вот личинок этого... ну ладно. На самом деле, да, Хорошего жук понемногу. может немножко укусить, слегка, Ничего себе. не до крови, так пощупать кожу, Мгм. но это не очень приятно на самом деле. Уф. Хорошо, ладно, спасибо. Так, ну что ж, уважаемые зрители, я думаю, вам было так же интересно, как и мне, познакомиться с передовыми технологиями. И, ну, немножко тоже, Евгений, наверное, вы в курсе, да, что недавно вышел 5-й сезон Рика и Морти. Да. Это была Я еще не смотрел. маленькая отсылочка. Сейчас смотрим в камеру. Кто догадался, да? Кто догадался, молодец. Как я уже говорил ранее, наш гость является также и сотрудником биолаборатории технопарка Якутия. И давайте внимание на экран посмотрим. И Владислав Алексеев, директор, руководитель лаборатории, заведующий лабораторией, расскажет про лабораторию технопарка Якутия. Итак, внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Владислав Алексеев. Мы находимся в биотехнологической лаборатории технопарка Якутия. Что такое наша лаборатория? Да? Это открытая площадка, открытая лаборатория, в которой, в принципе, может прийти любой желающий, у которого есть свой проект в области биотехнологии. И он может прийти сюда, проверить идею свой концепт. И если он работает, то, в принципе, ему уже открыта дорога куда-то в более другие институты развития. Да? Например, подать можно заявку в Сколково, можно подать заявки на различные гранты. Но мы как бы такая стартовая площадка на этапе теста идеи. Мы активно работаем с институтами различными, которые у нас в республике присутствуют. Активно работаем со студентами, аспирантами, молодыми учеными. К нам часто приходят школьники, когда у них есть какой-то проект свой, да, они хотят поработать. И мы, как я сказал, открыты для всех. Что касается инфраструктуры, да, у нас присутствует основное оборудование, которое нужно для выполнения различных экспериментальных задач. Вот сейчас мы находимся в комнате так называемой общелабораторной, где представлены такие предметы и вещи, инструменты, как весы, pH-метры, такое базовое оборудование, которое используется для рутинных биотехнологических задач, исследований. Здесь из интересного можно отметить высокоэффективный жидкостной хроматограф, который позволяет определять определенные вещества, да, из смеси веществ. Спектрофотометр ультрафиолетовый, тоже интересная вещь. Тут шейкеры различные, которые также используются ежедневно. Лиофильные сушки, которые позволяют при низких температурах высушить образец, да, не повреждая нативность белков и так далее. Но кроме общелабораторной, конечно, у нас есть специфичные зоны. Например, это лаборатория культивирования клеток, где мы, собственно, как гласит своего названия, да, сделаем исследования, связанные с культивацией и выращиванием клеток. Здесь вот у нас есть ламинарные боксы, где поддерживаются сверхстерильные условия, чтобы не загрязнить наши клетки. Да? Инкубатор, где, собственно, происходит выращивание клеток. Также, как же мы будем смотреть клетки без микроскопа. Да? У нас есть такой базовый инвертированный микроскоп для рутинных исследований. Проточный цитофлюориметр, очень полезная вещь, очень дорогая вещь, которая позволяет изучать уже популяции клеток, да, смесь гетерогенную клеток, когда нам нужно изучить именно какую-то фракцию из них. По клеткам мы в основном работаем с фибробластами кожи человека, с адипоцитами, работали со стволовыми клетками, с раковыми клетками и так далее. Но кроме клеток мы также работаем с нуклеиновыми кислотами, в частности выделяем ДНК, РНК. То есть исследования, связанные с РНК, они обычно связаны также с экспрессией генов, изучаем паттерны экспрессии генов, проводим ПЦР-анализы и многое другое. Но кроме экспериментальной работы и работы с проектами, мы занимаемся популяризацией биотехнологий у нас в республике. В частности, мы проводим серию мероприятий, которые посвящены биотехнологиям.
которые включают в себя биохакатоны, lab skills, предакселераторы различных проектов. Основным контингентом этих мероприятий являются школьники, студенты, магистранты, молодые ученые, у которых либо есть уже свой проект, либо они могут придумать свой проект в ходе этого мероприятия. Мероприятие обычно направлено не только на экспериментальную часть, на научную часть, но мы очень большой акцент делаем на коммерциализацию исследований. То есть мы всячески пропагандируем то, что любое исследование под собой должно иметь какую-то базу, либо перспективу коммерциализации, и она вообще должна быть полезным в будущем для человечества. Не обязательно это, естественно, какие-то денежные выгоды, да, от этого проекта, но полезность она должна нести. Вот. Ну, вкратце вот так. Мы всячески призываем молодое поколение заниматься биотехнологиями, потому что это круто, это очень перспективно. Наряду с IT-отраслью это, наверное, вторая, если не первая даже по коммерциализации, по объему рынка на сегодняшний день. Поэтому дерзайте, занимайтесь биотехнологиями. Спасибо за внимание. Все. Всем еще раз привет. Я расскажу о биотехнологии и что нас ждет в будущем, в далеком и недалеком, и какие перспективы биотехнологий сейчас, и с какими мифами мы будем бороться. Ну, вообще биотехнология, да, это использование живых организмов на помощь человеку. И биотехнологии уже занимались в Древнем Египте, когда получали вино. То есть как они ходили по винограду, бактерии, дрожжи попадали и голыми ногами топтали виноград, бактерии и дрожжи попадали в это сусло, а потом разливали по чанам и пили. Это уже биотехнология. Сейчас биотехнология развивается. Если мы говорим о том же самом вине, то есть такое интересное понятие, как французский парадокс. Французы употребляют в 40% больше жира, в 4 раза больше масла, но они страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы меньше. И была такая теория о том, что они очень много пьют красного вина, в котором есть определенное вещество, которое называется ресвератол. Это такой миметик, который продлевает жизнь. Но эта теория потом была опровергнута, потому что чтобы в таком количестве ресвератол попадал в организм, нужно выпивать 10 банок вина. Поэтому, но ресвератол сейчас исследуется его влияние на обезьянах, и было показано, что ресвератол действительно увеличивает среднюю продолжительность жизни макак реусов в 1,5 раза, и это очень круто. Ну, вот, например, биотехнология помогла нам справиться с таким заболеванием, как сахарный диабет первого типа. Что это заболевание? То есть у человека не вырабатывается особый фермент, который называется инсулин, и сахар накапливается в сосудах и не поступает к клеткам, клетки начинают голодать. Именно тогда появилась биотехнология, то есть клеточная генная инженерия, когда взяли часть гена человека, вырезали ген человека, который отвечает за инсулин, вставили его в бактерию кишечной палочки, Escherichia coli, и она стала продуцировать инсулин. И человеческий инсулин. И теперь больные получают укол инсулина, и тем самым их качество жизни сохраняется на высоком уровне. Это кадр из моей любимой книги Дуглас Диксон, называется «Человек после человека», и там было показано то, что люди будущего с помощью генетических манипуляций могут выращивать себе вот таких вот биороботов, которые выполняют определенные функции. Вот, переходим тоже к такому интересному аспекту биотехнологии, как клонирование. Тут вот 2 года назад я провел опрос, ну не я, там проводили, и такие вот ответы были. Нет, клонирование запрещено по закону, это обман, нигде не делают клонирование животные долго не живут, нет денег. Все эти ответы неправильные. Клонирование можно клонировать любой вид животного, никаких запретов нет. Единственный вид, который нельзя клонировать, это, собственно, человек. Человека клонировать по закону нельзя. Вот. Клонирование всегда успешно. Клонированные животные живут столько же, сколько обычные животные. Насчет денег, то да, клонирование – это одно из самых дорогостоящих мероприятий.
Вот. Но вот этот ученый Ирвин, он, собственно, первым осуществил клонирование, и вот так это было. Он клонировал лягушку. Причем в школе его достаточно не любил его руководитель, написал о нем очень такую плохую характеристику, но тем не менее он получил Нобелевскую премию, и вот получается донор, шпорцевая лягушка, и это ее многочисленные клоны. Клонирование осуществляется с помощью микроманипулятора. Это, в принципе, прибор, который используется в ЭКО. Берется яйцеклетка, это вот яйцеклетка, из нее маленькой иглой удаляют ядро и вставляют ядро нового организма. Ну, вот знаменитая овечка – это Долли, которая была клонирована. У ней было, получается, 3 матери. Одна мать дала, собственно, яйцеклетку. Вот эта мать дала яйцеклетку, вторая мать дала ядро, и третья мать была суррогатной матерью. Вот так выглядит микроманипулятор, яйцеклетка, вот эта вот игла, которая проходит, вот он, собственно, ядро, и затем происходит инокуляция, ядро приживается. Вот так выглядела овечка при жизни, ее очень все любили, и сейчас она выглядит вот так. Это Эдинбургский музей естественной истории. Она умерла от проблем с легкими. Она прожила, кстати, действительно, почему появился вот миф, потому что клонированные животные долго не живут. Она умерла в 2 раза меньше прожила. И почему это произошло? Потому что овечку Долли все любили, носили на руках. Она жила в стерильных условиях и умерла от овечьего вируса, который вызвал пневмонию. То есть у нее просто не было иммунитета. Вот. Клонирование не очень эффективно, да. До Долли было 277 эмбрионов, которые погибли. Вот. Клонирование действительно сейчас является весьма-весьма неэффективным методом. Чаще всего бывают различные патологии у клонированного, увеличенная плацента, аномалии черепа, грыжи. Вот. Но, тем не менее, клонирование все равно интересно тем, что есть такое понятие, как терапевтическое клонирование, например, того же человека. То есть берется у нас клон, и на стадии вот этой вот бластулы вот у него есть стволовые клетки. И вот из этих клеток можно лечить огромное количество заболеваний, которые сейчас не лечатся. Вот этот человек у нас, Металипов, казах, который живет в Америке, первым действительно осуществил терапевтическое клонирование. Там была такая проблема, когда пытались клонировать терапевтически человека, вот это вот новое ядро не приживалось, клетка умирала, и каким-то образом непонятным он решил использовать кофе, налил туда, и тогда процесс пошел, то есть клетка прижилась. Вот. Это те, получается, болезни, которые можно лечить с помощью метода терапевтического клонирования. Но, однако, очень много вопросов, потому что человека все-таки нельзя клонировать теперь по закону, потому что вот эта вот клетка, вот этот вот бластула, это человек. И когда из него изымают стволовые клетки, он умирает. Получается, здесь был сложный этический момент, потому что считается это убийством человека. Поэтому сейчас терапевтическое клонирование у нас запрещено, но идет клонирование других организмов. Вот мы успели клонировать более 14 видов млекопитающих. Японцы их пытались клонировать севала. Севал – это второй по величине кит мира, уступает только синему, а японцы у нас славятся тем, что они очень мощные китобои. И вот они решили клонировать севала, они запихали его ядро в яйцеклетку свиньи и пытались вырастить, но, к сожалению, что-то пошло не так, эксперимент у них провалился. Вот это те животные, которые сейчас официально клонированы. Можно ли клонировать умерший организм? Вот, например, хайп с мамонтом, может ли быть, да? Но единственным доказательством того, что умершее животное клонировало, и оно выжило, это вот японская работа 10-летней давности, когда клонировали мышь, которая пролежала в лабораторном морозильнике в стерильных условиях 16 лет. Вот, это была сенсация. Клонировать животное, которое пролежало много тысяч лет, достаточно спорно. Вот. Тоже очень хорошая работа была «Воскрешение Ясуфуку». Ясуфуку – это отец более 40 тысяч лет, это получается 30% всех животных этой породы – это его потомки. Из него делали его потомки – это отличная мраморная говядина. В общем, жил бык, ну и умер по естественным причинам. Его положили в морозильник и решили клонировать. И действительно, все пошло хорошо. Один из клонов, к сожалению, погиб из-за проблем с легкими, но остальные выросли здоровыми и продолжают работу своего отца.
Вот, а это у нас получается профессор Хван. Профессор Хван занимается коммерческим планированием домашних животных. Если происходит трагедия с близким четвероногим другом, он его может планировать. Вы можете позвонить по вот этому телефону, вас проинструктируют, как это делать, и заплатив примерно $100 000, вы получите планированного друга. Вот у нас знаменитая якутская лайка, которая является клоном, и сейчас находится при музее мамонта. Возможно ли заклонировать будущее? Это достаточно спорный вопрос, потому что клонирование считается малоэффективным и очень затратным способом. Вот, поэтому вопросы клонирования пока что такие вот достаточно сложные. ГМО. ГМО – это просто организм, которого как-то немножко генетически изменили. Вот, например, вот эта вот рыбка Дани Уре, вот это вот обычная рыбка, а это генно-модифицированная, которая светится у нас. Вот, и есть такая вот истерия о том, что люди боятся ГМО, считают это страшным. На самом деле ГМО – это обычный продукт, и даже группа арановских ученых, академиков писала лично Путину о том, что надо заниматься именно ГМО, потому что за ГМО будущее. Вот, ГМО ничем не отличается от обычных продуктов, поэтому вот такой тоже интересный момент. Ну и переходим к биотехнологии, то, что у нас сейчас происходит. Да, ну вот идионелла – это бактерия, которая расщепляет пластик, она расщепляет полиэтилен высокой плотности. Это уже доказанная работа, и сейчас планируют использование вот этой вот бактерии, которая для борьбы с такими вот видами загрязнения. У нас в Иркутске вот наш проект Сахаксенос, где мы тоже пытаемся с помощью насекомых, у них есть бактерия, но не идионелла, а какая-то другая, и мы пытаемся решить проблему. Наши насекомые едят полистирол, тут немножко неверная информация написана, полистирольные вот эти вот структуры. Сейчас у нас идет глобальное потепление климата, и, как мы видим, динамика укуса клещей очень сильно увеличивается. Клещи захватывают другие районы, помимо того, что у нас идут вот эти вот иксодовые клещи, которые являются переносчиками болезни Лайма, энцефалита и более десятков других заболеваний. У нас к нам идут вот такие вот клещи, называются паутинные клещи. Это паразит растений, они уничтожают смородину и другие очень ценные культуры. Вот. И как с ними бороться? Есть замечательный способ, это использование клещей фитосидов. Многие российские города уже их выращивают. Это хищные клещи, которые питаются другими клещами. То есть это, собственно, та же самая биотехнология, которая идет на помощь человечеству. Это у нас фотография, взята из новостного ресурса. Это у нас в Мархе есть ферма свиней. Фермы свиньи выделяют огромное количество своих экскрементов. Экскременты никак не используются, это не удобрения, и к тому же из них достаточно неприятный запах. И товарищи из фонда Сколково, резиденты, я вот не помню, как называется, используют вот такую вот замечательную муху, которая может все это дело хорошо утилизировать. По латыни эта муха называется люцилла цезарь. По-русски она переводится как зеленая мясная муха. Вот. Личинки этой мухи, червеобразные, по-другому называются опарыши, они выделяют особый фермент, у них нет рта, и они как питаются? Они выделяют ферменты, которые расщепляют все, что в округе, получается такая каша, которую они впитывают всем телом. И они довольно эффективно работают с такими вот структурами. Ну вот уже в 2017 году, в 2014 году представил обувь, которая сделана из паутины практически полностью. Они уже в 2017 году выпустили данные кроссовки, и это все у нас активно развивается. Тоже интересный проект – это речная дрейсина. Это улитка, которая активно размножается. За год она может покрыть все дно озера своими трупами, но у нее есть огромный плюс, помимо того, что она очень быстро размножается, она является фильтратом. То есть как питаются вот эти вот моллюски, они фильтруют воду, грязная вода становится чистая. Вот интересный проект. Они, кстати, легко болеют раком крови. Улитка, которая умирает от рака крови. И их можно генетически запрограммировать так, чтобы они выполняли функцию фильтраторов, а потом в определенный момент заражать их раком, и они будут умирать. Звучит ужасно, но уже в некоторых странах идут большие научные исследования по использованию вот этих вот генно-модифицированных улиток в очистке водоемов. Следует за целям. Замечательная американская компания
начала использовать грибы, из которых делается мебель. Вот это вот действительно будущее, потому что вот такой вот гриб, это у нас родственник трутовиков, чаги, да, который у нас обитает, но немножко другой. Используется вторичное сырье, придается форма и заражается вот этим грибом. Гриб за непродолжительный период времени склеивает, и получается вот такие вот прочные структуры, которые экологически чистые, безопасные, которые легко утилизируются. Вот такие вот грани будущего. Японские ученые внедрили в клетки, производящие сперматозоидов у пауков, гены, которые синтезируют человеческие бета-интерфероны. И теперь эти гены прижились, и яйца вот таких вот кур богаты человеческим интерфероном. Это уже настоящие факты. Тоже интересный момент, это у нас Африка. В Африке есть коровы, которые используются, как у нас, на мясо. Вот, но в отличие от нас, в Африке обитают львы, другие хищники, и они кушают этих коров. И проводили эксперимент, смешно звучит, они рисовали глаза на задней части коров, и таких коров не поедали хищники. То есть если рисовать крестик, корова съедается, если не рисовать, корова съедается, а если не рисовать глаза, то лев боится вот этого и не атакует корову. Вопрос, почему зебра полосатая, тоже могут ответить уже биотехнологи. Суть заключается в том, что в Африке обитает такая коварная муха, как муха ЦЦ. Она переносит трипаносомы. Трипаносомы – это одноклеточные паразиты, которые вызывают очень опасную смертельную болезнь под названием сонная болезнь. Трипаносомоз по-другому называется. Но у этих мух есть какое-то особое зрение, и они не воспринимают полосатые объекты. Очевидно, комары тоже. И вот в Японии пробовали делать эксперименты, они стали красить коров в полосатые такие вот тона и доказали то, что гнус, мошка, комары, другие двукрылые насекомые значительно меньше атакуют таких насекомых. Еще два интересных объекта. Это вот такое небольшое членистоногое животное, называется тихоходка или медведка, которая обладает колоссальной живучестью. Она живет в космосе, в кипятке, в жидком азоте. Она выживает, она очень хорошо переносит радиацию. И ученые исследуют ее гены, которые могут помочь нам также хорошо адаптироваться. Вот так, собственно, выглядит тихоходка. Вот она, это то животное, которое живет в мхах, в воде, их еще называют водяной медведь. И тоже интересное животное, которое сейчас активно изучается многочисленными биотехнологиями, это голый землекоп. То есть это уникальное млекопитающее, это небольшие, похожие на крысу создания, они абсолютно голые, нет шерсти, они слепые, и что интересно, они похожи на муравьев, то есть они живут колониями, где одна самка рожает рабочие особи. Они копают туннели, и чем интересны эти животные? Дело в том, что у них практически отсутствует болевой центр боли. Их там, извиняюсь, проводили опыты кислотой, ожоги, холодовое морожение, они не испытывают боли. Более того, считалось то, что они даже не болеют раком. Ну, конечно, в конце концов, ученые смогли их заразить раком, но у них очень сильная репродуктивная система. То есть им заболеть раком очень сложно. И для своего размера, размер у них примерно с мышку, то есть сантиметров 10, они живут до 30 лет. Это беспрецедентный случай, когда животное такого массы, такого размера может достигать. И очевидно, у них есть определенные гены, и как раз ученые эти гены и активно изучают. Вот. И теория считается в том, что так называемый, такое слово есть, педоморфоз, они похожи на зародышей. Они слепые, у них нет шерсти. Вот. И вот эта вот детская система, то есть они сохраняют детство на протяжении всей жизни, позволяет им жить очень долго, позволяет им успешно справляться с заболеваниями. И вот это вот замечательно. Это вот медузы. У медуз обнаружили особое вещество, которое лечит ожоги. То есть из этих медуз в Таиланде уже делают пластыри и другие методы, другие приборы. Вот. Тоже интересный у нас проект. Это животные, которые могут регенерировать. У них есть определенные внеклеточные структуры. Вот это вот аксолотль.
если ему отрезать лапку, у него вырастет еще одна лапка. А это планария. Если планарию разрезать на 10 частей, из каждой этой части вырастет новый организм. Вот. И наши ученые из Якутии также занимаются проблемами регенеративной медицины. И в будущем, возможно, у нас будут процессы, когда отрубленная конечность вырастет. И американцам это действительно удалось сделать. В 2011 году американцы с помощью моделей использования так называемого внеклеточного матрикса смогли вырастить лапу крысе. Вот. Ну и даже не просто лапу крысы, с помощью методов генной инженерии, работы с клетками, тканевой инженерии, ученые могут уже выращивать органы, структуру органов, такие сложные, как лапка крысы. Биопринт есть такая компания в Москве, они делают 3D-модели органов, почки, печени, и заселяют туда клетками. Клетки приживаются, потом сам вот этот каркас из пластика растворяется, и получается целый орган. У меня все. Спасибо большое за внимание. Я передаю слово Николаю. Что ж, спасибо, Евгений, за интересное выступление. Я думаю, что нашим зрителям было очень интересно, полезно знать, потому что все это касается нас с вами в том числе, потому что ареал обитания данных вообще существ. Да, это происходит здесь и сейчас, это важно. Угу. Всем спасибо за внимание. Рад, что вы послушали. Николай, спасибо. Да, спасибо, что выступили. Сегодня тоже смотрите интервью Евгения по телеканалу Якутия-24, если не ошибаюсь, или НВК СХ. Да. А мы тоже просим следить наших зрителей, участников за анонсами на сайте, на странице Инстаграм Технопарка. Еще впереди будет побольше разных интересных мастер-классов. Сегодня в 12:30 будет специальная офисная тренировка для инноваторов. Проведет Лилия Газизова. Смотрите прямую трансляцию на сайте sahainnovation.ru/live. Всем спасибо, всем удачи. Saha Innovation, лето 2021.